Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вашего мужчину. Давайте посмотрим, что он думает о вас прямо сейчас, в эту самую минуту. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени и обратитесь к нему. Задайте свой вопрос, спросите, что он думает о вас. Ну и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, думает о том, что ему тяжело. Так, мои хорошие, ну давайте пойдем по порядку. Здесь мужчина у меня идет немножко встревоженным, напуганным, я бы даже сказала. Он видит вас какой-то другой, как отстраненный, стрелку вниз показал. То ли он боится, что вы к нему интерес теряете и потеряете, то ли что вы его разлюбили, то ли вы каким-то другим человеком увлечены. Вот ему это не нравится, и он такой, не понял, что происходит, да? Что ускользает у меня из рук, что произошло. У вас то ли настроение, то ли отношение, то ли поведение за последнее время поменялось в его сторону. Ну, либо ему кажется. И это его здорово тревожит. Пытается разгадать эту загадку. Что с вами случилось? Почему вы стали такой другой? Да? Что произошло? Что он сделал не так? Вот, думает об этом, и вот у него в голове, смотрите, какое решение, да, только не падайте, решение подарить вам цветы. Ну, типа он думает такой, ну вот я подарю ей цветы, и стрелка сразу же пойдет вверх. Да, если бы все так просто решалось, да, цветами, может быть, и жизнь бы была другой, да, об этом думает. Себя он видит прям мужчиной на все 100, что он тут такой, знаете, подарок судьбы, золотце, желанный мужик, да, что вот что это она, белины объелась, да? Почему так себя ведет? Я ведь он какой мужчина, да? Все девчонки будут мои, а она так, значит, нос от меня воротит. Мне почему-то кажется, что он вас обидел. Обидел, либо вы, ну, наконец-то начали понимать, что этот мужчина, он больше как нарцисс и эгоист. Да, может быть, вас это утомило. Но, может, действительно вот что-то такое сделал, как-то словом, делом обидел. Вот. Но вы ему об этом как-то прямо не сказали, а он, видно, как тугодум, да, не может догадаться. Он ищет причину в вас, он не ищет причину в себе. Вот в чем секрет. Он такой, типа, я молодец, я все делаю, что-то она, да, стрелку вниз показала. Еще он думает о том, что у вас то ли близости нет, то ли давно не было, да, вы все разные, у кого-то еще до этого не дошло, и он такой, так, что-то мы так задерживаемся, да, давно пора. А у других думает, что это вы ему в близости отказываете, да, что-то я прям соскучился, хочется близости с вами. Какую-то женщину тут нарисовал, говорит, что она акула, и он с ней еще разберется. То ли это ваша подружка, то ли это ваша родственница. В общем, он ее акулой считает, называет, и она в его представлении действительно очень хищная, опасная и страшная акула. Прям на дух ее не переносит. Вы то ли с ней встречались, то ли общались, и он такой, это точно из-за этой акулы, она ее против меня настроила. Да, вот такие мысли идут. Так, еще показано, что вы его недавно очень сильно чем-то удивили. И он до сих пор в себя не может прийти, он старается об этом не думать, но мысли как тараканы сами ползут. Что-то вы сделали, но не дожидаясь его. Может быть, вы долго просили его, не знаю, карниз прибить, либо плинтус как на место поставить, да, может быть, какие-то мелкие ремонтные работы провести. А он, значит, там игнорил, на завтра ссылался, а вы взяли и сделали.
И он такой, блин, как она это смогла? Я, может быть, не с первого раза могу. Как она это сделала? А может, она какого-то чужого мужика пригласила, чтобы он ей сделал? А может быть, она от меня что-то скрывает, да? Вот такие мысли у него пошли. Ну, вы проявили свою силу, вы проявили свою независимость, самостоятельность. И это для него такой, знаете, болезненный укольчик. И он никак забыть его не может, да? Уколотое место болит. Но он понимает, что это его шляпа, что он тут в минуса ушел. Но с другой стороны, он такой, ну, типа, зато я работаю, да, зато я то и все, да, он такой оправдывает сам себя. Так, еще показано, что вы то ли мысли его умеете читать, то ли вы вот как все наперед знаете. И он такой, блин, сложная женщина. Ну вот люблю я ее, да, но вот сложно с ней. Ну вот как она это делает, да, как она мысли читает, как она наперед знает. Вот прям озадачивает его этот вопрос. И ответа нет, а узнать-то хочется, прям очень хочется. Он, кстати, то ли сегодня, то ли, может быть, вчера обсуждал этот вопрос с каким-то другим мужчиной. Тот мужчина, судя по всему, ничего толкового не сказал, а еще больше, знаете, как вопросов навел. И этот прям думает периодически, вот как это у вас работает, что это за редкая способность, да, либо как этому научиться. Ну, типа тоже, наверное, мысли хочет читать, либо угадывать наперед. Так, еще здесь показано, что вы что-то в себе поменяли. Может быть, даже просто по-другому волосы стали укладывать, либо макияж сменили. И он такой, блин, она изменилась. Как это, для чего, зачем, а что это значит? Да, вот ищет знаки там, где их на самом деле нет. Вот. А еще ему кажется, что что у вас очень много свободного времени. Это же он у нас тут работяга от рассвета до заката, да, как муравьи трудится. А у вас типа много свободного времени, которое вы тратите как-то нерационально. Вот, и он такой, надо как-то ей намекнуть на это. И я думаю, если он вам намекнет, то это будет очень серьезная ошибка, я бы даже сказала, фатальная ошибка. У вас много дел, я это вижу. У вас тут занятость гораздо покрепче, чем у него будет. Просто он этого не хочет замечать. То есть ему кажется, что вот так пальцами щелкнул, да, и у тебя борщ готов. Там пальцами щелкнул, и чистота в квартире, да. То есть у него такое представление. Вы бы его почаще привлекали к семейной рутине, может быть, он бы как-то по-другому начал думать. Либо наконец-таки дошло. Так, еще показывают здесь женщину, которая на него влияет. То ли это мама, то ли это какая-то подруга, может быть, даже бывшая. Эта женщина какую-то тень на вас недавно бросила, либо в чем-то усомнилась, например, в вашей честности, в вашей порядочности. Вот. Он, конечно, старается об этом не думать, но какие-то вот слова всплывают у него в голове, и они его напрягают. Да? Вот это такой триггер прямо образовался у него в голове. Женщина какая коварная. Явно эта женщина вас недолюбливает. Либо у этой женщины какой-то план, идея вас, например, рассорить, разлучить. Вы должны об этом знать. И заранее узнать, чтобы как-то поменять эту ситуацию, либо что-то предпринять, чтобы себя обезопасить. Вот как тень на вас бросает эта женщина. Так, здесь еще показывают мне орешек. Он вас орешком показал. Орешек, который ему не по зубам. И он такой, нет, даже если я сломаю свои зубы, я все равно выгрызу суть. Я узнаю, что она от меня скрывает. Вы ему кажетесь какой-то бесконечно загадочной. Он про вас думает, как женщина сама себе на уме. То ли много недосказанности с вашей стороны, то ли вы как-то с ним намеками общаетесь, а он как бы не понимает. С этим мужчиной нельзя общаться намеками. Ему нужно прям конкретика. И чем прямее и конкретнее вы с ним общаетесь, тем он легче и быстрее усваивает, что вы от него хотите, что хотите донести. Намеки — это не то. Не то. Понятно, что мы, девочки, все намеками общаемся, но вам какой-то прям совсем тугой мужчина достался, который намеки прям категорически не понимает. Вот не понимает и все. Дальше. Здесь показана картинка какого-то совместного удовольствия.
совместное, что вам вместе доставляет удовольствие. Вот он хотел бы это повторить. Может быть, вы где-то были, может быть, вы чем-то занимались, но тут совместное удовольствие показано. Он говорит, надо это повторить, думает об этом. То ли это денег стоит много, то ли там, может, надо ждать, но вот об этом думает, хочет туда прям нырнуть с головой. Так, еще показывают, что вы что-то ему готовили, либо чем-то вот угощали, вот, что ему очень понравилось. И вот когда он думает об этом угощении, у него прям слюнки текут. То ли попросить вас хочет, чтобы вы еще приготовили, то ли хочет на постоянной основе эти угощения получать. Да, чем-то вы его вкусно накормили. Так, а еще ему очень хочется перед вами чем-то похвастаться. Но тут хвастаться-то особо нечем. Да? Это больше как проекты, планы, перспективы. Это что-то там за горизонтом, но ему уже хочется похвастаться. Ну и, конечно же, хочется подать, что вот уже это свершилось, либо я уже это сделал, либо я это делаю. На самом деле это не так, он просто хочет хвастаться перед вами, хочется повышать свою значимость в ваших глазах. Но вы же, наверное, не того от него ждете, да? Хотите больше, чтобы он вкладывался в отношения, был ближе к вам, был более чутким. А видите, ему кажется, что вот чем больше у него там успехов, результатов, тем сильнее вы должны его любить. Знаете, вот он совсем как будто бы вас не понимает. Вы как будто бы из разных, не знаю, планет, что ли. Как говорите даже, возможно, на разных языках. Вот он думает одно, вы совершенно другое. Он говорит то, чего не понимаете вы, а вы говорите то, чего не понимает он. Вам либо нужно больше общаться, ну, либо надо девочке как-то более доходчиво, прямее, доходчивее ему объяснять свои мысли. Ну и, конечно же, обязательно озвучивать свои желания. У вас очень много желаний нереализованных. Вот желаний именно на него, да, и они не реализованы. А вы об этом молчите, обида копится. Но это нехорошая ситуация. Эта обида может привести к разрыву. Вот он считает, что он прям герой, что он молодец, что он всем мужикам мужик. И типа вам очень повезло. Вам очень повезло, что вам такое золото попалось. Такие у него мысли. Ну, сам себя не похвалишь, как там день пропал, да. Самомнение тут, конечно, не занимать. Так, еще, мои хорошие. Почему-то этому мужчине приходят мысли о какой-то слежке за вами. Вот хочется глаза открытыми держать именно на вашей стороне. То ли вы повод дали, то ли как бы да, он не понимает ваших намеков и думает, что вы теряете вот по этой стрелке, теряете интерес к нему. Вот, может, конечно, он тут и жестит в плане того, чтобы там следить за вами, либо какие-то прослушки, какие-то программы шпионы вам установить. Вот вы должны об этом знать. Вот вам за ним следить не надо, потому что вижу, что вы и так его читаете как открытую книгу. У него как будто бы вот на лице все написано, да? Даже о чем он думает на лице написано. Даже если пытается это скрыть. Ну, он для вас прям совсем понятный. Так, еще в венце нам показан такой знак, как что-то исправить, починить, может быть, изменить. Не могу понять, что, но это связано с вами. Может быть, он чем-то перед вами провинился. Может, действительно вам что-то обещал сделать, да так и не сделал. И он такой, ну типа завтра, да, ну послезавтра, на выходных. Такие у него мысли. Я думаю, что ждать вы не будете. Возможно, и сами сделаете. Возможно, найдете того, кто может это все сделать. То есть он не отказывается, он планирует, но ну типа он же работает, он устает. Вот, ну типа попозже, да, все время перекладывает. Так вообще мужчина очень доволен собой, но немножко недоволен вами. Ему бы хотелось, чтобы вы прям такая были, знаете, вот кидались ему на шею, чтобы вы им восхищались, то больше каких-то ласковых слов говорили. Вот ему этого хочется. А когда этого не происходит, он себя не винит, он винит вас и думает, что типа с вами что-то не так. Ну, такой сложный нарцисс у вас, да, сложный мужчина. Ну, вы уж там сами смотрите, решайте. И, ну, вот я вижу, что ваши отношения сугубо в ваших руках. И вот как вы решите, так и будет. Здесь мужчина ничего не решает. Здесь именно женщина все решает.
Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем пока-пока.